Мы с гордостью приглашаем вас в педагогическую мастерскую Марианны Анатольевны Филипповой, нашего опытного творческого воспитателя высшей категории, коллегу, наставника и просто хорошего друга. Как показывает практика, творческий потенциал детей напрямую связан с творческими способностями воспитателя. Исходя из этого, в педагогической мастерской Марианны Анатольевны вы ознакомитесь с методами, технологиями, наиболее развивающими творческую самореализацию каждого воспитанника, и уверены, что каждый найдет для себя вдохновение применить в своей педагогической практике. Нетрадиционный метод рисования. Как говорил Василий Александрович Сухомлинский, истоки способностей и дарований детей на кончиках пальцев. Марианна Анатольевна данную технику строит с учетом специфики деятельности и возраста детей. Дети смело берутся за художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Методика заучивания стихотворений. При заучивании стихотворений расширяется кругозор. Рифма дает возможность обрести внутреннюю гармонию. Марианна Анатольевна для каждого воспитанника подбирает эмоционально выразительную литературную композицию и вместе с родителями заучивает длинные тексты. Для облегчения запоминания использует наглядный иллюстративный материал или же мнемотехнику. Каждое выступление фиксируется в видеоматериалах. Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательные игры и упражнения, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных. Игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и другие. Проектная технология. Подсказывая источники информации, направляя мысли воспитанников в нужном направлении для самостоятельного поиска, педагог внедряет проектную технологию в любых областях ФГОС. В результате воспитанники самостоятельно и в совместных усилиях решают проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, получают реальный и ощутимый результат. Технология организации экологического воспитания. Марианна Анатольевна особое внимание уделяет к созданию педагогических условий, необходимых для эффективного формирования основ экологической культуры детей, таких как оборудование в группе экологического центра, природного уголка, создание на территории дошкольной организации экологических пространств, где дети могли бы применять знания на практике, эмоционально взаимодействовать с природными объектами. Режиссерско-постановочная технология. Особое внимание уделяет развитию творчества и интереса к импровизации в процессе воплощения образа с помощью эмоциональной выразительности. Детей подводит к идее о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. Вот таким образом, через театрализованную деятельность осуществляется такая нелегкая, но интересная и плодотворная работа не только по созданию эмоционального сценического образа и воплощению этого образа в кино, в инсценировке, но и работа по развитию личности ребенка. Технология создания авторской сказки. Авторская сказка – излюбленная педагогом технология, позволяющая развивать эмоциональную сферу, а также творческий потенциал детей. Воспитатель проводит данную технологию в несколько этапов. После прохождения всех этапов подготовки к реализации самовыражения ребенок переходит к сочинительству авторской сказки. Сочиненную сказку при желании ребенок может рассказать другим детям или смоделировать книжку, выставить в книжный уголок, а наиболее интересная работа становится сценарием для театрализации. Как современный педагог систематически применяет информационно-коммуникационные технологии для формирования у дошкольников элементарных представлений о целостной картине мира. Внедряя информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми, родителями и педагогами, отметила, что значительно повышается эффективность образовательного процесса. Начиная с создания собственного сайта, ведения социальных сетей, накапливания созданных презентаций, дидактических игр, анимаций, видеоматериалов,
что существенно пополняет творческую педагогическую копилку педагога. Мы надеемся, что из педагогической мастерской Марьяны Анатольевны вы почерпнете для себя много нового и полезного для дальнейшего развития и процветания.